Здравствуйте, уважаемые друзья. Go Viral. Просто суперская тема. Итак, мы сегодня поговорим немножко о технологическом предпринимательстве, технологическом бизнесе, как делать бизнес путем развития и использования технологий в Таджикистане. И перед тем, как начать, я бы хотел вспомнить, вот вчера я онлайн в Инстаграме смотрел открытие Go Viral, и, кажется, наверное, это был посол, не знаю, но кто-то из открывающих лиц сказал две основные причины, почему проходит Go Viral в Таджикистане, и две основные цели. Первое, это было сказано то, что надо монетизировать медиа, да, укреплять инструменты монетизации медиа, что имеет очень косвенное хорошее влияние на то, чтобы развивалось гражданское общество. Как только люди будут все больше и больше монетизировать свою информацию, чужую информацию, это некие такие сваи, которые укрепляют наше общество. И вторая основная цель – это развитие аутсорсинга, да, работать удаленно. Тоже имеет очень хорошую косвенную цель, то, что мы будем все меньше и меньше зависеть от мигрантов, потому что вот вы, вообще все посетители Go Viral, это, наверное, максимум 1%. Вы представляете максимум 1 или 2% населения Таджикистана. Более-менее креативные, продвинутые, знаете, что такое Go Viral, зарегистрироваться, прийти. Основная масса, к сожалению, у нас, их главная мечта – это не собрать 10 тысяч подписчиков в Инстаграме, а заработать на билет и уехать в Россию. Но в целом очень позитивные цели у Go Viral, и мы должны, в первую очередь, давайте вместе похлопаем всем организаторам. Большое спасибо. Организовать такой ивент – это очень затратно. Молодцы, красавчики. Итак, давайте перейдем непосредственно к технологическому предпринимательству. Да, если позволите, начну такого с небольшого анекдота. Вчера я с сыном пришел на Go Viral, посмотрели, едем обратно в машине. Я ему объясняю цели Go Viral, что, как, чему, медиа, бизнес, inspiration. Говорю о монетизации социальных сетей и все остальное. И он мне говорит, это же невозможно. Я говорю, почему? Потому что у нас с интернетом проблемы. А ты откуда знаешь, что у нас с интернетом проблемы? И он мне говорит один анекдот, тоже было очень прикольно услышать. И я перескажу этот анекдот, хотя можно его самого попросить, если он здесь. Подойди, бачам. Да, подойди, расскажи анекдот. Вчера Рой говорил, что если мы нация, которая боится публично выступать или публично задавать вопросы, мы далеко не пойдем. Глубокий смысл бы этих слов. Один день упала звезда, и Афанди увидел звезду и загадал желание. Он загадал, чтобы в Таджикистане интернет был бесплатным и быстрым. Потом звезда остановилась и пошла назад. Спасибо. Ладно, суть не в том, что у нас даже звезды говорят, что у нас с интернетом будет плохо, но суть в том, что 3 класс, дети знают, что с интернетом у нас проблемы. И мы все знаем, но никак исправить не можем, не хотим или не хотят. В общем, не знаю, наверное, есть какие-то причины, но обратно это it's all about obstacles, да, или мы видим преграды, или видим условия. Скорее всего, это пусть будет условия, в которых мы будем выживать, так же, как Азия Плюс выживает в условиях слабого интернета и блокировки. Суть в том, что даже дети знают, и этих детей все больше. Каждый год в 1 класс идут более 120 тысяч первоклашек. Это поколение массово, оно идет, и оно наступает вам на ноги, вам, 20-летним молодежи. И они уже разбираются в том, что с интернетом плохо, и что такое медиа и монетизация. Когда им будет 18-20, они будут похлеще. Так что это тоже позитивно, конкуренция есть, и она развивается. Итак, технологическое предпринимательство. Так, кликер наш. Давайте next. Что-то не идет. Когда кликер не работает, да, мы говорим о технологическом предпринимательстве. Тоже, наверное, признак про Таджикистан.
Окей. Какая? Окей. В общем, это бла-бла-бла с Википедии, что такое технологическое предпринимательство. Но я бы хотел сказать сущность, важность. Есть очень много наукоемких технологий, и потенциал не только Таджикистана, а Средней Азии очень высокий их осваивать, развивать. И в этих технологиях, за этими технологиями будущее, они приносят очень много денег. И если говорить о примерах, то вот они, эти примеры технологического предпринимательства. Наиболее, да, вот самый, ну, всех, наверное, знаете, но самый интересный, наверное, Чарльз Халл, да, человек, который изобрел 3D-принтер еще в 80-х годах. Вообще не 3D-принтер, а 3D-технологии. То есть заставить технологии смотреть все не в двухформатном режиме, а в трехформатном режиме. Некоторые особенности технологического предпринимательства. Чем отличается технологическое предпринимательство от более узкого направления, например, IT или классического бизнеса? В первую очередь это зарабатывает не сама технология, а что происходит, производная от этой технологии. Не система 3D рассмотрения, да, с трех широт, длина, высота и широта, распознавать объект, а производная от этой технологии, например, 3D-принтеры или 3D-сканеры, или если еще дальше пойти, это сейчас импланты, да, которые производятся 3D-принтерами, импланты для медицины. Не сама технология, а что дальше? Не технология передачи данных на расстоянии, да, например, любых данных, а производственное от нее, то, что я вот сейчас кликером могу нажать, эти данные переходят, да, сигнал, там что-то воспринимает этот сигнал и показывает следующий слайд. Следующая особенность технологического предпринимательства, то, что это не дешевый бизнес, это не $5000. Обычно у нас вот на стартап-капах приходят, ну, 50% стартап-заявок, это дайте нам $5000 открыть шаурма-хауна, да, там, или хот-догерную. Точка есть хорошая, отличная, около университета, но технологическое предпринимательство – это бешеные деньги, очень большие деньги. И вторая особенность – это инвестиционная емкость. Тут некоторые примеры. Tesla только за 2018 год монетизация ее увеличилась и до $63 миллиардов. Для сравнения, у нас бюджет около 4-5 миллиардов, ВВП 14. То есть мы 25% Теслы, а Тесла это, наверное, там 0,5% Америки. В общем, примерно чувствуете, да, какие большие дистанции. Инвестиционная емкость. Следующая особенность – это то, что тут топ-10 стран, но самая главная особенность – то, что очень важна государственная поддержка. Развивать технологии без государственной поддержки очень сложно. Здесь 10 высокотехнологических стран с точки зрения Forbes. И особенности я бы хотел рассказать. Япония очень всегда сильна в науке, США в человеческом капитале. Южная Корея, например, у них интернет быстрее, чем в Штатах в 3 раза. Израиль 25% прибыли от экспорта. У них хороший экспорт и вооружения, и не вооружение, а хороший экспорт агрокультур. 25% они тратят это на технологии, на развитие технологий у себя в стране. В Германии очень знаменитые научные центры. Сингапур, вы знаете, да, это страна, которая построилась на желании, на воле одного человека. Китай семимильными шагами двигается. Великобритания, да, страна, которая придумала и электричество, и паровоз, и интернет даже зародился в Великобритании. Перспективное технологическое направление в Таджикистане. Как вы думаете, что можно у нас развивать? В каких сферах можно развивать технологии? Есть какие-нибудь мысли? IT, здорово. Еще где? Где? В бизнесе, да, ну бизнес широкое понятие. Производство чего? Сельского хозяйства, да, агронаправление, отлично. Еще где?
Горные технологии, здорово. Энергетика, здорово. Еще какие сферы? Туризм, технологии в туризме. Ну да, наверное. Ну да, просто я думаю, какая идея может быть. Ну, виртуальная реальность, нажимаешь очки, и ты в Сарихусоре смотришь, да, как там все красиво. В принципе, все направления, о которых я хотел рассказать, вы ответили в своих вопросах, репликах. Это аграрные технологии, тот же Ближний Восток, как они очень эффективно используют воду, так называемое капельное орошение. Ну, у нас воды, наверное, много, и дихани так очень безжалостно используют воду, хотя надо использовать ее очень экономично. И, в принципе, капельное орошение, технология не такая уж и суперновая, уже, можно сказать, такая обжитая многими странами. Технологии для добивания драгоценных металлов. Знаете, то, что Таджикистан в постсоветском пространстве по своим запасам драгметаллов находится на первом месте, да, несмотря на то, что у нас территория меньше других стран, но мы стоим на первом месте по своим запасам после России. Энергетические технологии, технологии не энергетические, а в области добычи энергии, можно, если быть точнее, опыт, который нам дал стройка Рогуна, тоже это колоссальный опыт, но насколько там используются новые новейшие технологии, это тоже вопрос. Но, по крайней мере, вот в своем выступлении, да, тоже лидер НАС сказал, то, что мы стоим впереди в плане вертикального бурения, не горизонтального, а вертикального бурения новыми технологиями, которые отчасти были разработаны нашими же и специалистами. Горно-металлургические технологии тоже имеют очень большую перспективу в стране, но обратно же это очень инвестиционно емко и требуется поддержка государства. Итак, это экосистема технологического предпринимательства и основные проблемы, они, в принципе, связаны со всеми, не только с технологическим предпринимательством, а в целом с бизнесом, с развитием бизнеса, с предпринимательством. Итак, эти проблемы. Первое – привлечение заказчиков, да, чтобы кто-то из вас захотел придумать новый 3D-принтер, который будет печатать те же медицинские имплантанты, надо, чтобы в Хараболо или в Минздраве кто-то грамотный, умный сидел и заказал эту технологию. В Хараболо, в Минздраве сидел грамотный, да, очень смешно и грустно, наверное. Так, следующая проблема – это законодательство. Наше законодательство действительно отстает в этом плане. Льгот на развитие технологий практически нету. Я буквально сам сталкивался с проблемой, привез хороший электронный микроскоп, и пришлось заплатить пошлину за то, что я привез технологии, хотя многие страны освобождают от пошлин. Инфраструктура, под этим подразумевается научная инфраструктура, то есть научно-исследовательские институты, которые у нас есть отчасти при Академии наук в основном, но их материально-техническая база тоже вызывает большие вопросы. Технопарки. Технопарки формально существуют при университетах, очень крутые технопарки, это заходишь, там 10 компьютеров и где-то 10 швейных машин, это оформляют и говорят, то, что у нас есть технопарки. Вот реальные технопарки это в той же Белоруссии или экстерриториальный технопарк, IT-парк, который в Кыргызстане, да, вот вчера Азиз, наверное, рассказывал про него. Вузы это основа, они дают саму основу знаний, чтобы потом на этих знаниях разрабатывать другие наукоемкие технологии. Человеческий потенциал у нас очень большой, но он не до конца эффективно развит. Очень много надо делать самому обществу, государству, всем, чтобы люди осознали, насколько велик у них потенциал. Ну и мышление. Мышление мы всегда стараемся или что-то копировать, или отчасти где-то лентяи, да. Если обратно вернуться к вопросу анекдотов,
тоже хороший анекдот. Я это рассказываю, так как я смотрю, то, что аудитория такая, с которой надо быть на волне, как говорится. Если позволите, на таджикском скажу. Шайтон, бачай шайтон, пеши шайтон мебиад, мегӯяд падар амин кияй гуфта тарафи одам нишон метиҳад. Ва шайтон мегӯяд будь очень осторожен к ним, пеши одамон наздик нашав. Бачаи шайтон мегӯяд чӣ охи падар? Ва шайтон мегӯяд ки бачаам, ино кадом коршон барор нагирад, аби мо мекунанд. У нас то же самое с мышлением. Всегда мы какие-то причины находим, но 99% мы сами виноваты во всем. Так что все в наших руках. Итак, дальше. Я попытался здесь сделать небольшую подборку самых интересных технологических идей, которые сейчас в тренде во всем мире. И более чем половина из них очень актуальна и для Таджикистана. Кто сейчас вырвется, тот и урвет, как говорится. Так, первый это умный город, да, IoT, Internet of Things. Сейчас есть попытки централизовать госуслуги, и вот наше государственное учреждение «Бизнес-инкубатор» тоже в 5 областях, и в городе Душанбе мы будем открывать с января-февраля центры госуслуг, но обратно нужна IT-платформа. Пока эта IT-платформа есть только у таможенных органов и налоговиков. Минюст хочет что-то параллельное свое создать для нотариусов и ЗАГСов. Здравоохранение, наверное, в 2056 наверное, сделает электронные какие-нибудь поликлиники или заявки, но не знаю. В целом, это очень перспективно. Астана тратит чуть ли не 50 миллионов долларов ежегодно на то, чтобы цифровизировать свой город. Следующее – это VR и все разновидности VR, виртуальная реальность, additional, дополнительная реальность, да, тот же Покемон. Или сегодня, да, или вчера выступал программист Худжанда, да, 15 лет, Ихвол Худжа. Это тоже технология, его эпы основаны на дополнительной реальности. Ты с камерой наводишь на банан, и там на английском пишется banana, да. То есть виртуальная реальность сейчас очень масштабно развивается. И обратно, здесь не сама виртуальная реальность, да, фишка, а как эта технология помогает в производственном плане дальше дополнительно делать, зарабатывать. Производство бумажных пакетов. Сейчас Европа полностью отказывается от пластика. Рано или поздно мы тоже к этому придем. Если кто-нибудь сейчас потратит, я смотрел, это стоит где-то 10-12 тысяч долларов, станок в Китае с доставкой, наверное, в 15 тысяч обойдется. Очень интересный бизнес. Если у кого есть, кстати, стартап-идея хорошая, как это монетизировать, где продавать, канал избыта, подходите, обсудим. Утилизация стекла. Я сам видел в одном международном аэропорту такие аппараты, там подходишь, ставишь свою бутылку стеклянную, прямо у тебя на глазах стекло превращается в такой мелкие куски, как песок. Производство паностекла тоже основано на технологиях энергосбережения. Роботизация всех направлений швейного, машиностроения, медицина. В медицине тоже очень сейчас большой тренд идет в создании на базе нанотехнологий мини-дронов, маленьких дронов, которые вводятся в организм. И эти дроны уже лечат человека, делают операцию. И это, кстати, не за горами. Интернет беспроводной, космический, пока Илон Маск его запускает, но за этим реально будущее. И у Starlink будут такие же проблемы, как у криптовалюты, так как определенные силы, да, определенные силы никогда не захотят отдать интернет в свободное пространство. А Starlink – это ты интернет, и никто не сможет тебя блокнуть, закрыть. Электронные импланты, гаджеты для человека, которые там будут помогать
распознавать дистанцию и все остальное. Сейчас это есть на базе военных технологий. Все современные военные самолеты, у них есть эти импланты, летчики их используют. Беспилотные автомобили. Тоже когда-то думал, что это была нереально. Тут был видео, но, наверное, не покажет, так как PDF, да, у нас. Но в целом уже Яндекс.Такси запустила беспилотные такси, но, правда, на определенном маршруте с аэропортов Москвы до центра города. Садишься сзади, и беспилотная машина тебя ведет. Искусственный интеллект тоже очень спорная тема, но люди, и очень многие, особенно в Германии, в Израиле и Юго-Восточной Азии, баснословные деньги тратятся на развитие искусственного интеллекта, на нейронные сети. И искусственный интеллект рано или поздно уже придет в наши дома, он уже будет в IoT. Большое спасибо, и давайте перейдем к секции вопросов. Тут небольшие советы. Давайте скажу. Не бойтесь ошибаться, все эти советы на основе нашего опыта работы со стартаперами, с молодыми предпринимателями. Очень многие боятся ошибиться. Тут самый главный лайфхак, и что будет дальше? Вот ошибся ты, да, не получилось у тебя за 12 тысяч, или ты принес, сгорел там с Китая какое-то оборудование, не получилось. Что дальше? Ты там осудят, посадят, или там здоровье потеряешь, жизнь потеряешь. Ничего не будет. Не бойтесь ошибаться, это даже где-то клево. Любую стартап-идею всегда смотрите через призму минимум 5 лет, что будет через 5 лет. Та же шаурма Хуна, если вы хотите открыть, подумайте, будет ли через 5 лет это здание на месте, будет ли этот универ рядом или нет. Кооперация, сотрудничайте. И, конечно же, верьте в успех. Это просто сказано, да, так, верьте в успех. Но за этим сидит очень большая философия, так как бы ни развивались технологии, все-таки человек – это божественное существо, я так думаю, и в нас заложено намного больше силы, и мы можем сделать все. Надо, самое главное, верить. Большое спасибо. Если есть вопросы, давайте пообщаемся. Вчера я слушал выступление Роя, американский гость GoViral. Очень примитивную вещь, да, вроде бы он сказал, то, что и многие мотиваторы это говорят, то, что все от нас зависит. Видим ли мы препятствия или видим ли мы условия. Соответственно, видеть препятствия или видеть условия – это наш выбор. Не надо говорить то, что у меня там характер такой, или я меланхоличный, холерик, или у меня не получается. Это ваш выбор. Видите ли вы преграду, то, что не получается, или видите ли вы в этом какие-либо условия, да, для развития своего дела. Еще раз большое спасибо. Передадим, наверное, слово следующему спикеру. Спасибо. Извините, можно? Да, конечно. Я тут вас слышал, что вы сказали про стартапера, да? Вот, когда есть идея, вот такой человек, как я, у меня только идеи, но я сам ничего не могу реализовать или разработать. А как вы советуете мне, что мне с чего начать, как и что мне необходимо? Это самый главный вопрос всех стартаперов, и на него в основном одинаковый ответ. Идея абсолютно ничего не значит. Какая бы она гениальная не была, я уверен, что еще 10 команд таких же во всем мире про это думают и реализовывают. Первый шаг для любого стартапера, у которого есть идея, это команда. Ты должен собрать команду, которая тоже будет так же, как и ты, верить в твою идею, в бизнес-идею, у этой команды должны быть те abilities, да, те
возможности, знания, скиллсы, да, которые помогут реализовать твою стартап-идею. А дальше уже надо тестировать идею, проводить определенные ресерчи, да, тестировать, кстати, самый лучший эффективный способ тестировать это на друзьях, на близких, знакомых. Ну и самый последний шаг – это поиск инвестиций. Поиск инвестиций тоже очень сложный процесс, тут целая наука, надо найти инвесторов, которые хотят, верят, и инвесторов, которым это интересно. Тут тоже есть свои технологии, но самый первый шаг – это команда. Один в поле не воин, это однозначно. Команда и только команда. Кстати, бизнес-инкубатор, государственный бизнес-инкубатор запустил стартап-конкурс на технологические стартапы, и 3 лучшие команды мы отвезем в Астану для питча перед инвесторами. Заходите на наш сайт, на наши странички, подавайте свои заявки. На пока у нас всего лишь 50 с чем-то заявок технологических. Технологические стартапы. Ребята, с шаурмой не проходите. Здравствуйте. Да. Здравствуйте. Вот вы сказали, там у Вас как зовут? финансовый коэффициент. Вас как зовут? Фаридун. Фаридун, может, девушка задаст, да, вас? Да. У меня такой вопрос. Можно ли в Таджикистане создать новый вид технологий? Например, вот в Германии или в других странах у них очень развита стройка, Машиностроение, машиностроение. Можно ли в Таджикистане что-то новое или свое, например, свое? Отечественное? Да, конечно, можно и нужно. Вопрос даже не в том, что можно, а, скорее всего, когда. Когда, я сказал, это 4 направления, где у нас есть потенциал, где у нас есть опыт. Это агро, камни, горная металлургия, а также энергетика. В этой сфере уже должны и уже на подходе, насколько вот я общаюсь с Политехническим институтом, какие-то новые технологии не за горизонтом. Спасибо. Спасибо. Да, Фаридун. Коэффициент 5.1, сейчас Масрур расскажет. Это наш айтишник в команде, его самый любимый лайфхак. Здравствуйте. Не, коэффициент 5.1, это опять же связано с командой. То есть к чему это все говорится? То, что вы к 1 рублю, который вы сами привлекаете к проекту, вы должны привлекать 4 рубля у других. То есть риски вы должны минимизировать и разделить между 5 людьми. Грубо говоря, это в начале идет. Тем самым у вас будет коэффициент успеха будет намного выше. Минимум 5 инвесторов должно быть в команде. То есть, как практика показывает, чем больше инвесторов, тем больше помощи, денег, интереса и людей, которые болеют за дело. Минимум 5. Спасибо за вопрос. Добрый день. Я бы хотел спросить у вас, как вы считаете, возможен ли пик технологического прогресса в Таджикистане? И если он возможен, то когда достигнет Таджикистан такого пика? Хочется ответить. С точки зрения банальной эрудиции, каждый индивидуум не вправе игнорировать тенденции парадоксальных иллюзий. То есть я не до конца догнал твой вопрос. Может ли быть пик? Конечно, может. Это все зависит от тебя, от меня, насколько мы будем идти. Но с точки зрения человеческой сущности, я думаю, что пика не бывает. Финала никогда не бывает. Человек каждый раз что-то новое, дополнительное, и никогда стопа не будет. А когда будет пик развития технологий в Таджикистане, будет ли это 2025 год или 2467, да, это зависит от нас. Здравствуйте. Здравствуйте. Такой вопрос. Я его хотел задать другим спикерам, но именно дождался вас. Если я создаю услугу, какой-либо сайт по продаже определенного продукта, людям легче купить это в Инстаграме или на базаре, чем на сайте или на какой-то моей собственной платформе. Что вы можете сказать, как эти возможности, как это преодолеть, как эту проблему решить? Marketplace? Да, какой-то marketplace, и люди не доверяют просто маркетплейсам.
Я лично считаю то, что у нас и маркетплейсы не до конца развиты. Есть один более-менее Somon TG, и то, который только теперь, грубо говоря, проснулся и начинает свою монетизацию. А до этого это была просто бесплатная доска объявлений. В Инстаграме, в Фейсбуке тоже продажи развиты, но в условиях нашего маркет-сайза это просто-напросто, я не знаю, 0,01% от того товарооборота, от тех покупок, которые идут. Например, вся продажа, которая происходит на всех наших маркетплейсах, сайтах, инстаграм-страничках, в Фейсбуке за год, она, наверное, там 2%, 2-3% от того, что продают на Корвоне в день. Соответственно, у любого маркетплейса, и если это будет отдельный сайт, потенциал намного больше. Вопрос в том, что какая бизнес-модель. У нас тоже был один неуспешный проект, FieldTG. Мы хотели тоже создать маркетплейс. Очень много проблем с логистикой. Кто будет доставлять, как будет доставлять. Доставили размер B, а человек заказывал C, ему привезли C, а C, оказывается, китайский C, а не другой. В общем, вопрос в том, насколько детально вы все продумаете. Ну, конечно же, owned media resources, да, собственные медиа-ресурсы, это ваш сайт или ваш marketplace, намного выгоднее иметь свой, чем share it, earn it, да, или paid. Это теория маркетинга про это говорит. Лучше, конечно, иметь собственный. Тем более в Таджикистане намного легче это развивать. Рынок свободный. Да. Все. Здравствуйте еще раз. У меня такой банальный вопрос очень. Вы в ходе презентации сказали, задавали очень много вопросов. Вот большой вопрос в этом пункте, для развития в каком-то пункте остановились и сказали, что вот большой вопрос в этом. И у вас есть ответы на эти вопросы? На какой конкретно? Тут было очень много вопросов. Я просто хотел узнать у вас, если есть вопросы, то потом можно в следующий раз или в вашем офисе подойти и получить. Вы ко мне приходили в офис, знаете адрес, в любое время подходите, постараемся ответить. Спасибо. Но суть самого технологического предпринимательства, главный тезис, да, всей презентации, вообще посыл нам всем, надо просто-напросто остановиться, догонять. Мы всю жизнь будем догонять и пробовать. Давайте сделаем свой завод выпуска автомашин, свой завод выпуска там медицинских инструментов, или давайте сами начнем строить самолеты. Надо остановиться, догонять это все и просто-напросто перепрыгнуть. Остановиться и перепрыгнуть и обогнать то, к чему идут. Например, не надо сейчас пытаться открыть производство какого-либо автомобиля, да, сборку отверточную. Здесь, в Таджикистане, надо остановиться и дать условия, чтобы кто-то здесь начал выпускать электроавтомобили. То есть не догонять что-то, а перепрыгнуть и перегнать. Не думать про производство шприцов или там каких-нибудь УЗИ-аппаратов здесь, а остановиться и продумать вот эту идею гаджетов, которые входят в организм. 5-10 лет ресерчев, работы, я думаю, результат будет. Или там, третий пример, я говорил про самолеты, остановиться и продумать то, что сейчас тоже очень в технологическом бизнесе, стартап-сообществе думают, это быстрое перемещение с точки А в точке Б. Вот такой небольшой канал между двумя штатами, в Штатах есть, экспериментальный, работает. И в Швейцарии тоже есть, но он для больше химических разработок. То есть суть, посыл основной технологического предпринимательства для Таджикистана и вообще для Центральной Азии. В целом Таджикистан отдельно развиваться будет намного малоэффективнее. Надо всем центральноазиатским странам вместе идти. Надо остановиться, не догонять, а перегнать. Перепрыгнуть, точнее. Большое спасибо. Я так понимаю, тайм-лимит. Если... Можно? Да, давайте. Да, могу я задать. У меня вопрос по поводу стартапстана. Вот у вас в этом году был набор. Могли бы вы поделиться результатами? Слышно? Да, конечно. Могли бы поделиться результатами и сказать о планах стартапстана на протяжении 2 или 5 лет?
Как вы планируете? Что- Мы объявляли Стартапстан кубок на 1 миллион сомони. Было, не знаю, насколько мы официально это объявляли, но думаю, уже, наверное, сейчас можно объявлять. Было 68 заявок. Первый тур прошли 28 или 18, не помню точно. Финал прошли 5-6. Выиграл российский стартап генератора страховых услуг. 1 миллион таджикских пришел русский чувак, взял. Потому что здесь нету ребят, которые предложат что-нибудь нормальное. Все привыкли на какие-то гранты, тендеры, на бесплатные деньги. Нет, это был реальный живой кубок на 1 миллион конкретных денег. И когда инвестор дает 1 миллион сомони конкретных денег, он еще как будет спрашивать? И тогда, обратно вчера один спикер сказал, I don't care who you are and where you from. Да? Мне абсолютно без разницы, кто ты, откуда. Мне важно, что есть в тебе, выгодное для меня. Также инвестор смотрит на все заявки. Без разницы, откуда этот стартап. Если он выгоден, интересен, перспективный, он и выигрывает. Примерно вот такие результаты были. Сейчас мы Стартапстан Кап приостановили. На базе государственного бизнес-инкубатора будет просто Стартап Кап, не Стартапстан Кап. Стартапстан Кап задумывался как центральноазиатская, но мы поняли то, что Зурму намера садварой чордахлад, варумями худму саркнем. В следующем году мы планируем 2 стартап-кубка сделать, и сумма фонда пока не объявляется. Идут переговоры с международными организациями, с фондами, и мы хотим создать револьверный фонд, то есть он не будет давать инвестиции, он будет давать беспроцентный займ. Ты приходишь, берешь $100 000 на свой бизнес, возвращаешь там, с 2%, это консалтинг фи за обслуживание. Револьверный фонд. Деньги возвращаются в фонд и обратно другим стартапам. Это мы думаем, что это наиболее успешная финансовая модель. Чтобы ее создать, надо пару законов поменять и уговорить тех людей, у которых есть деньги, дать деньги в этот фонд. Пожалуйста.